Испытано на себе. Дорогие друзья, я приветствую вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Обратите внимание, я уже нахожусь в процессе работы, потому что сегодня я испытаю на себе одну из очень интересных профессий. Интересных, а самое главное, уникальных, потому что в нашей республике их очень мало. И это профессия таксидермист. Действительно, я сегодня не ради интереса или увлечения держу в руках вот ту самую челюсть животного. Я решила посмотреть и, главное, испытать все те прелести этой работы, потому что действительно, у меня это вызвало огромный интерес и еще с малых лет. Страшно. Скажу честно, держать в руках это страшно, работать с этим еще страшнее. Но именно для этого и существует наш проект «Испытано на себе». Для тех, кто не знает, таксидермист – это специалист, который изготавливает чучело животного. Зачастую он работает с натуральным материалом, ну а также, конечно, используют новые технологии. Говорят, что настоящий таксидермист должен обладать навыками по 3 направлениям. Ну, во-первых, конечно же, это анатомия. Далее это зоология, биология. Ну и, конечно, он должен иметь художественное образование как минимум, либо у него должен быть к этому талант. Вот все эти 3 качества есть у нашего гостя сегодня. Знакомьтесь, это Александр Файзель. Александр является у нас скульптором. А помимо того, что он скульптор, он также, конечно же, и таксидермист. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, значит, мы с вами-то знакомы уже, конечно, до съемок этой передачи. Вы мне дали одну из таких, творческих работ. Это работа с покраской. С настоящей челюстью. С настоящей челюстью. Вот в чем здесь, какие, знаете, фишки, лайфхаки, что нужно здесь делать? И вообще, я вот, например, если честно, поглядываю вот сюда, честно скажу. Да. Обратите внимание, дорогие друзья, передо мной есть готовая работа. Я заглядываю туда и примерно имею представление. Это законченный вариант, да, здесь получается уже доработана каждая деталь, то есть и покраска уже в правильных тонах, и в четкости всех линий и так далее, да, то есть, чтобы это все было выглядело поживее, так скажем. Да. Ну а вообще, вот здесь всегда должна быть розовая десна, да, у животных или как? Ну, вообще это как бы просто показательный такой момент. Да, здесь у меня тренировался мой ребенок, поэтому дочке ходит в 1 класс, 7 лет. Я ей наглядно, скажем так, показывал, как можно разукрасить челюсть, помочь мне. И чтобы просто она научилась. Да. Поэтому... Ну, то есть, а вообще, вот, если честно, здесь какие тона должны быть использованы? То есть всегда у живого животного имитация, вот я смотрю, там всегда розовый цвет, то есть десна розовенькая, в основном, да, розоватый, это идет, естественно, челюсти розовые, с легким налетом, бывает разные, да, есть с темными проявлениями такими, да, как бы, с темным окрасом, как говорят, даже у собак бывает, если пасть заглядывает, то если у нее пасть черная, то она, значит, злая. Да? Злая, Слышали, да? наверное, Мы не будем делать черную. Также вот у волка тоже есть легкий налет, такой темновато-коричневый такой. Да, можно на небе, там, да, может быть, на деснах. Там. Есть некоторые темные прям челюсти, некоторые прям нежно-нежно-розовые. То есть, как бы, вот я в моей практике встречались разные, да. Ой, я тут поднесла это к носу, это имеет запах, да? Да, это челюсть натуральная. И, кстати, вот момент такой, бывает такой момент, что привозят материал, то есть тушку животного или частично тушку, не очень хорошей сохранности. То есть даже из подпорченной, да, в принципе? Да, то есть вот наглядный пример, голова оленя, да, она была тоже не совсем в лучшем состоянии, то есть да, сохранность была не очень хорошая. То есть более такое теплое время было, когда ее привезли. Естественно, вот выпавшие волосы, это свидетельствует о том, что шкурка была, то есть голова уже была слегка подпорчена, то есть, уже начинала разлагаться. И даже в таком варианте можно, в принципе, дать жизнь вторую, да? Я ее все равно обрабатываю, привожу в порядок,
просаливаю. После того, как я ее постирываю, она, естественно, бывает иногда волос выскакивает. И в то место, где волос выскочил, после просушки полной уже, да, там можно потом его будет восстановить. То есть это место как бы залатывается уже волосами Ну, путем вклеивания. Ну, мы сегодня, помимо того, что я помогаю Александру вот как бы в покраске тут таких челюстей, да, ну это, конечно, а это чья? Это волк. Волка, да? Да, вот здесь без клыков, без нижней челюсти, без нижних клыков. Но мы видим перед нами тот самый Да, муляж, еще да? нужно показать, Вообще, да. с чего начинается работа настоящей? Это череп настоящего волка, да, вот он недавно вываренный, а здесь еще проволочку не убрал. Но он не до конца выварился, и правильно тоже, когда при вываривании, клыки не опускать в воду, потому что эмаль сразу лопается, и то есть в дальнейшем уже не пригодится. Так, а теперь поподробнее. Для вас-то это простой термин вываривание. Для Да. меня это что-то новое. Процесс вываривания. То есть вам привозят череп, Да. вы его варите прям просто в воде, Ну, в сперва, кастрюле? естественно, я разделал тушку. Если Да. это целиком тушка, то, естественно, после отделив голову от тушки, голову вывариваю целиком, погрузив в кипяток. Сколько часов? Ну, по-разному. То есть все зависит от того, как греет плитка, либо это на печке, Вот это, как топится печка. вот это. Эту чудо. я вываривал на печке, в которой топится дровами. Ну, поэтому где-то печка прогорала, то, естественно, Ну и процесс сколько, это, вываривания например, замедлялся. 10-15, сутки, двое, трое? Не, ну сутки достаточно. Сутки. Да, сутки. Вы На следующий день я вывариваете, вытащил да? уже ее мясо все, ну почти все, еще пока не зачищено до конца. Да, вот, а вот эти остатки-то как мы зачищаем? Ножичком, обыкновенным ножичком сидишь, вышкрябываешь, отделяешь все от кости, сошкребаешь. Так, понятно. То есть, Лучше делать это когда еще она мокренькая, они легко отделяются. Когда уже подсохло, хотя тоже можно. то есть, в принципе, да, вы потом вот это все очищаете и уже дальше работаете со шкурой, да? Ну, То есть это ну, у вас уже идет как макет, Да, это получается. как скелет. Да, это скелетная часть, то есть начальная, да, стадия. То есть если человек изъявил желание именно поставить в чучело зверя родную челюсть, допустим, да, то, естественно, получается, мы ее закрепляем саморезами, то есть придаем ей правильную позу, то есть, вот эту, то есть чтобы, допустим, пасть была открытая. Естественно, мы если демонстрируем клыки, то мы пасть раскрываем, да, чтобы она была вот в таком положении. И уже в этом положении я уже ее запениваю. Применяю для этого пену монтажную, обыкновенная пена для монтажных работ. Вот, да? Да. То есть это Утеплительная все-таки мы пена. говорим о том, когда мы работаем с настоящим, да, Да, да. материалом, то есть натуральным. Вот тот самый череп, там прям вон даже, это что, Да. мозги? Ну, там часть, остатки плоти, мозгов. Ужас. и так Какой далее, ужас. да, да. Хорошо. Ну, всё а сегодня очищается. давайте просто расскажем немножечко о процессе, как вы делаете чучело, да? Ну, допустим, поступил заказ, да? Хочу там маленького зайчика. Поймала, Да, вот хочу его наглядный оставить, пример. да, на, Один на уже целую сидит. память, да? Вот хочу такого, чтобы стоял у меня дома, допустим. Вот тот самый зайчик. Да? Хочу недавно такого же собрали. белого, красивого, настоящего, натурального, самое главное. Вот, и, значит, образования таксидермиста у меня нет, Но навыков достаточно. навыков Да, достаточно. Хорошо, и давайте, расскажите, Александр, прям с самого нуля, с чего мы начинаем, и я, конечно, с удовольствием вам в чем-нибудь помогу. Ага. Ну, что касаемо зайчика здесь, да, и мы используем для начала проволоку для скелета, на котором все будет остальное уже. Толщина проволоки имеет значение? Ну, вообще-то, конечно, да. Если проволочка будет тоненькая, хлипкая, то, естественно, зайчик будет шаткий, быстро может надломиться то место, где будет он закреплен, то есть досточка, да. Так, то есть а и место- здесь мы как делаем? Мы просто делаем вот так вот основные туловища, да, вот так. Ну, по кругу. здесь я полностью, когда зайчика обдирал, был целый же, замороженный, зайчик растаял, я его ободрал. Передо мной лежала тушка. По тушке, естественно, извиняюсь, по тушке я делаю замеры. Да. Изгибаю правильно в том месте, где нужно, сгибаю проволочку, допустим, в суставных местах, да, в местах сгиба конечностей. А у меня И есть та формирую- самая тушка, дорогие друзья, она вот здесь. То есть Это вы- не тушка, это уже шкурка. Ага. Ой, шкурка. Ага. Ой, телефончики. Ой, то есть Сейчас вы мы вот- замараем телефончики. А, ничего страшного. Вот здесь, да? То есть, вот вы шкуру сняли, осталась тушка. Тушка осталась, по тушке я уже делаю Измеряете скелетик. Да. и делаете вот Да. так из проволоки Да. скелетик. Да, чтобы он, получается, был вот
по размеру был, подходил полностью, да, вот как бы конечность. И немножко оставляю ну, сантиметра 2-3, там, ну, в зависимости от какая будет площадка для крепления самого скелета. Оставляю немножечко проволочки, чтобы можно было встроить туда ее. Да-да-да. Вот. Так, ну а затем форму-то как приобрести? Вот это что? Да, после того, как Дорогие скелет- друзья, для меня, человека не понимающего, что это, ну это что-то такое очень воздушное, ну так, та самая пена, по-моему, которую пена утепляют. монтажная, да, которой утепляются двери, окна и так далее, да. Ага. Швы. То есть вы просто сюда, значит, Да, пены просто, вот я сейчас так наглядно покажу. Ничего сложного чем больше, нет. тем лучше, да? Наверное, просто вот ну, как бы голова, да? Как бы для начала еще вот в скелетике я встраиваю более плотный материал, экструдированный пенополистирол. Он более плотный, то есть на нем хорошо закрепляется иголочка там, и так далее. Да? Ну, вообще он весь зайчик будет зашиваться, все ниточкой, иголочкой. Вот. А более крупные, допустим, экспонаты, там, допустим, используются гвозди где-то там, иголки большие такие, вот, специальные У гвозди. нас зайчик маленький, Да. значит, вы как? То есть, естественно, вот в основу вложил более твердый материал, Да. допустим, полистирол, и уже потом уже допенил, доработал уже полностью весь скелетик уже вот этой пены. То есть основа все равно Да. это должна быть вот та Она самая. разбухла, затвердела, все. Потом уже мы берем ножик Пока я- и все это, сейчас я ножичек найду. Пока Александр ушел за ножичком, я продолжаю свою миссию. Знаете, если честно, дорогие друзья, я человек немного суеверный, и когда отправилась на эти съемки, я реально боялась. Думаю, как можно это все трогать, а как же запах, а как же какие-то мистические моменты. Я думала, мне будут казаться звуки. На самом деле все намного проще. Это определенного рода работа, это определенного рода творчество. Поэтому я с этим барьером справилась. Ну и теперь мы формируем тушку для того, чтобы она выглядела анатомически правильной. То есть срезаем все лишнее. И здесь я вот руководствуюсь чисто вот визуально своим воображаемым опытом. То есть все вспоминаю по памяти. А то есть вообще при Какая была должна Да. быть ножка. При изготовлении катушка. чучела все-таки вот восстановление вот этих мышц, да, вот этих Да-да-да. сухожилий, вот этого, это достаточно сложный процесс или в принципе потом под шкуркой это не особо и заметно? Да, можно так сказать, и можно так, в принципе, так считать, потому что здесь чем больше шерсти, то меньше видно будет изъян, ну вот все эти изъяны, допустим, если они есть какие-то недоработки, неправильные моменты, да, допустим, в мышечной, да, составляющей. Конечно. Поэтому если немножко ты ошибся, то не проблема. Все скроет шкуру. Но и опять же тоже здесь может, конечно, быть заметно очень сильно, если мы очень сильно ошибемся. Вот. И это, конечно, встречалось у меня в процессе моего, как говорится, ну, как бы скажем. А вообще, вот такой вопрос, пока вы тут работаете, Александр, расскажите, откуда вообще появилось такое увлеченное занятие этим, да? И есть ли у вас образование таксидермиста, художника, я не знаю, скульптора? Ну, на таксидермиста я не учился, навыки получал буквально вот из литературы, из видеоматериалов, да? То есть все там рассказывается о том, как и что. И, вот. Что касаемо выделки, в основном я больше на это внимание уделял. Вот. А то, что чтобы сделать тушку там, или, допустим, собрать экспонат, для меня как бы, ну, наверное, внутреннее видение такое, скажем, помогает. Да, ну, надо отметить, дорогие друзья, что, наверное, многие из вас видели тот самый музей, когда ты едешь с Гресса, да, в сторону Жатая, по той самой объездной, по правой стороне есть такой музей, где стоят большие динозавры, где стоят медведи, олени. Это все рук вот нашего Александра. Он все делал собственноручно, собирал эту коллекцию многие года. И сегодня, конечно, вы можете прийти и посмотреть все воочию. Но вот интересно то, что человек самоучка. Действительно, всему этому он обучался сам. И сегодня имеет уже такую большую коллекцию, да? И работает. Самое главное же, это стало вашим образом жизни и работы, правильно? Да, хобби переросло в увлечение, в смысл жизни, так скажем. Ага.
Испытано на себе. Испытано на себе. Ну вот у нас в процессе, да, формируется уже тушка. такой Да, да. наш Лишнее обрезается. скелет. Ножка должна быть худая такая? Да, они ножки очень худенькие, тоненькие, мышцы не очень большие такие. Ой, ну давайте, а можно я тут попробую, если Без что потом, проблем. а если что потом нарастите? Ну, вот режьте смело здесь, видите, как вот так. такие куски большие торчат тут уже. Ой, а может мне сменить профессию? Что-то я так увлеченно всем этим занимаюсь и чувствую себя совершенно в своей тарелке, между прочим, дорогие друзья. И здесь возникает вопрос, а все ли чучела делаются вот так вот, да, из именно такого скелета искусственного? А если, допустим, вот пожелание есть прям все косточки собрать животного и сделать такой вот? Да, возможно вполне, такое? да, вполне. Ну, в моей практике, в принципе, еще не было, но я думаю, с этой задачей бы справился. Ну, у вас есть тут, допустим, коробочка, да? Да, вот здесь в основном я сохраняю части челюсти отпиленных, да, с зубами. Ну, и это я использую для того, чтобы вставить где-то потом Чучело, да? формирующуюся голову, да. Допустим, это сахачи, вот у вас в руке сахачи, часть Сахачи. челюсти, да. Ну, это маленькая какая-то, да? Ну, это не самая крупная, да, еще покрупнее бывает. У мамочки. Это челюсть лисички. Вот здесь пасть у той лисички закрыта, а если приоткрыть со скалом сделать, то можно было вполне вставить родную. А, вон она. Видите, обратите внимание, вон та лисичка. В принципе, можно было ее с открытой Да, пастью да, да. сделать, и тогда пригодилась бы вот Да. эта натуральная вещь. Агрессивный такой, допустим. Вот так вот, друзья. То есть здесь все нужно сохранять. Ничего не выбрасывается. Да, я считаю, что не должно, такой материал не должен пропадать. Тем Вы более, прям сразу знаете, кто это, что это? ну да, конечно. Что это? Я со всем этим. Это волчья челюсть. Вот. А, вот Да, так вот. челюсть, ага, вот она. Сахачи. Это изюбря. Ой. Нижняя челюсть, зубки Вот так, изюбря, видите, да. человек все. Вот это. Это тоже сахатая. Вот такие вот. То есть вы сохраняете. Вот это конская. Вот. Это, Ну, сразу это понятно. верхняя. Как из мультика. Сразу Видите, понятно. зубы какие мощные. Да, такие. да, да. Тут Они могут укусить очень больно. Лошади. сейчас? Ну, сейчас уже, уже откусалась. Так, хорошо. То есть вы вот такие у вас коробочки интересные здесь есть, да? Ну, в принципе, это все понятно, да? Ну, конечно, у вас уникальная работа, я прям восхищаюсь. Хорошо. Также используется, естественно, сейчас в таксидермических студиях уже муляжи, то есть отлитые уже челюсти разных животных, пластиковые. То есть это как волчьи, так, ну, в общем, всех животных. То есть, ну, даже, получается, полностью тушки готовых экспонатов. Даже, Ну, смотрите, допустим, небо все есть, да? Можно заказать того же зайчика, можно заказать голову волка, голову сахатого, барана, лисички, любую. Но то есть- лучше-то в цене-то все, что сделано своими руками, правильно? Ну, то есть для меня, допустим, если у меня бы была бы сложность вот создавать, допустим, муляж, да, вот этот макет, я бы не мог бы, допустим. Некоторые, допустим, таксидермисты не могут сами изготавливать. Хотя я думаю, каждый таксидермист должен суметь из подручных материалов Конечно. сделать и хоть ватой даже набить, и то, чтобы сформировалось правильно. Наш макет тушки зайчика готов. В принципе, теперь необходимо натянуть на него шкурку. Вот здесь возникает масса Ну, еще вопросов. до конца не доработанный, конечно, Да. может быть, еще. Значит, вообще, вот после того, как вы сняли шкуру с тушки, да, какой процесс проходит дальше? А процесс обработки, стирки. Да. То есть, Здесь мездрение необходимо, ну, не обязательно делать, то есть, потому что здесь шкурка тоненькая, причем эта шкурка надеваться будет на тушку ага. и не для выделки, да. То есть, ну и там лишнего ничего нет, потому что шкурка снималась, я, как правило, стараюсь снимать, чтобы ничего лишнего не оставалось. Ага. Все оставалось на тушке на самой. Зачем здесь находится соль?
Соль это была для просолки. А, то есть еще засаливаешь? Обязательно. После того, как шкурка была снята, обязательно надо просолить. И положить на просолку на 2-3 суток. А, то есть вот так Да. просто солью посыпаете, Да, хорошо. и шкурка лежит... Тщательно каждый участок. Внутреннюю часть, И она? внутреннюю часть. Ага. Вот получается, да? Вот внутренняя часть вся вот она соль. Да, вот уже просыпается. Вот, обратите Да, внимание. да. И так лежит 3 суток? Да, да. Это делается для чего? Для того, чтобы шкурка не испортилась, обработалась, пропиталась. Ну и теперь в нам первую нужно... очередь, чтобы не испортилась. чтобы не испортить. И теперь нам нужно все это дело постирать. Да, потом стирается. Доверите мне этот процесс? Без проблем. Все, пойдемте, пошли. Мгм. Так. А водичка должна быть теплая или холодная? Такая слегка теплая, но у меня сейчас не нагрета здесь водичка, Ага. поэтому пока холодная. И прям вот так вот, как некую ветошь, прям стираем мех вот Да, так? стираем, отстирываем от крови, от всей грязи, от крови. Ну, немножечко я на глаз сыплю соли. Хорошо, Еще засучила дополнительно. рукава. Да. Солевой раствор такой получается. Сейчас самое главное немножко отстирать от крови. чтоб- Крови, да? Да. Потом воду нужно будет поменять, еще разок постирать, более чисто, пока полностью не будет удалена кровь. То есть должно быть все очень Да, чисто. Да, чтобы она чистенькая стала. А вообще таксидермисты могут быть суеверны? Мне кажется, ну вот Я верить в просто то, очень- что да, что это все душа, там, я не знаю, что, не знаю, все вам вернется, там и так далее, и так далее. ручки. Нет такого? Ага. Вы можете ополоснуть прямо здесь так-то. Ага. Такого нет, да, у вас? Да, ну, нет, вообще, знаете, у меня вот свое личное такое, я нигде об этом не слышал ничего, но у меня так сложилось, вот личное такое мое восприятие ко всему тому, что, чем я занимаюсь. Ну, может быть, для кого-то покажется немножко странным, да, и каким-то, может быть, чересчур. Мое представление, я вообще сам не охотник. Меня многие охотники спрашивают, говорят, может быть, ты, охотишься сам или что там, вот на охоту ездишь, ну, как-то так в разговоре раз. Я говорю, нет, я не охотник, не охочусь, мне говорят, жалко, я говорю, не убиваю. А, то есть Вот. убивать не убиваете, вы, Нет, наоборот, нет. вторую жизнь им даете? Да, вот у меня такой сразу ответ, я говорю, я наоборот таким образом, чем я занимаюсь, да, я даю им вторую жизнь. Вот. Бывает даже, было такое в моей жизни, что зверька просто-напросто сбили, и он так валяется на обочине. Ну, еще бы немножко он просто испортился бы, сгнил бы там на дороге на обочине, там, или кто-то скинул бы, или какой-нибудь другой зверек бы съел бы. Я его забирал и делал из него чучело. Было такое, да. Александр сказал, что нужно выжать шкурку, чем я, в принципе, и занимаюсь. Так сказать, чисто женский хлопот. Стирка, глажка, Да. уборка. Так, вот здесь посредственно. И именно с той стороны, которая внутренней стороной сюда вот, да, и туда. Все, пусть свисают лапки. Так. Ага. Маленько можно распрямить, так вот их. Чуть-чуть так. То все будет зашиваться. Ждем. Да. Интересный же рабочий процесс, чем и как работают таксидермисты, да? Так, ну вот это что у нас за чудо? Ну, этот экспонат гиганта Питека, он же снежный человек, сейчас находится в плачевном состоянии после улицы. А это он- что, это искусственный мех или натуральный? Это все конский мех. А, это натуральный? Да, Это конский от жеребятины, мех? да. Вот так, от жеребятины. То есть он у нас скоро отреставрируется? Он и будет- отреставрируется. Голову, скорее всего, будет полностью менять. И, золотая вот здесь, получая поврежденную ногу. Ножки, да? Да, вот здесь тоже поврежденная нога. Так, хорошо, движемся. Обратите внимание, здесь на полках есть все. Здесь есть и материал, да? Вы, Да, видимо, тоже материал, его который используете. использую для различных работ. Также бутафорию делаю, муляжи различных экспонатов. То Да. есть и человека осторожно. Здесь у вас, я смотрю, различные краски. Ну, конечно, как без этого, да? Шкурки, Ой, а краски. сколько шкур-то здесь? Здесь есть все, да? А вообще, если честно, любимый мех, с которым вам
приятнее Мех. работать, легче всего? Есть такого? Материалом, который, допустим, легко поддается облеганию тушки, допустим, Да. это выделанный, допустим, мех, да, или, допустим, в принципе, очень хорошо, приятно работать с искусственным мехом. Надо убивать животное. Я всегда об этом говорю и как бы агитирую. Да, конечно, где-то, если необходимо, вот где-то мало народа севера, да, допустим, где, допустим, они не могут по-другому, им же нужно обеспечить семью продуктами питания, да, то есть и Конечно, в рациональных обязательно. целях, да, допустим, чтобы не было урона для природы, вот, то ладно еще. Но чтобы варварски уничтожать популяции, это никак не приемлемо. Это шкурки медведя, волка. Волк. Я, находясь здесь всего лишь час, уже разбираюсь. Да, это чернобурка. Чернобурка. Да. Мгм. Там вот лисички чернобурки, хвостик вот лежит. Вот там, этот черненький, вот, да. А здесь у вас есть также большое количество. Да, это рожки, вот, которые будут использоваться либо целиком для чучела. Вот до сих пор храню большие рога оленя северного. Ага. Вот они будут для нового моего оленя, который будет там стоять в выставочном зале. Ага. Ну а вообще в выставочном зале на сегодняшний день сколько у вас экспонатов? Так, я уже сбился с счета немножко. Ну, порядка Около 8-7 экспонатов, да. 8-7. Да, ну, с учетом того, что гигантопитек маленько поврежден. Мамонт читается, все остальные там. Обратите внимание, кстати говоря, Реставрированный. многие ваши именно экспонаты, они теперь еще и движутся, потому что Александр еще и занимается вот этими, значит, конструктором, я бы сказала, действительно, да? Двигающимися экспонатами, да. Экспонаты. То есть теперь они умеют шевелить и головой, и хвостиком. И это Ну, тоже... вообще, изначально задача была, ну, как бы, сейчас Да. желание вот прям дикое просто. Я прям этим живу и горю, хочу, чтобы вообще мой когда-нибудь экспонат прям полностью ходил. Дорогие друзья, хоть и понимаешь, что это все не настоящее, да, но просто масштаб этого животного, да, и вот звуки эти они дают результат. Действительно страшно даже прикоснуться. Не могу. Вот теперь могу потрогать. О, боже мой. Невероятное ощущение. А вот здесь, кстати говоря, находится одна из первых работ Александра. Как он сказал, здесь используется и искусственный мех, и натуральный мех. Но вот такой бизончик. Ему уже много-много лет. Испытано на себе. Испытано на себе. Александр, ну что, постирать шкурку мы постирали. Обработали шкурку Кожеедным ядом. противокожеедным ядом. Да, там, Вот так звучит. Ну, там, Противокожеедный это яд. просто сказано. Да. Там посложнее слово. Дальше что мы делаем со шкурочкой? Мы ее снимаем, и... Ага. Она уже обработана, пропитана солью, Ага. и ядом обработана. Теперь можно ее накинуть на саму тушку, которую мы подрезали. Да. Который мы Да. изготовляли. Да. Пойдем. Подготовим к шитью. Вообще процесс изготовления вот Да, такого это можно муляжа, брать, ну, что ли? самый маленький Замазано. срок какой? А подготовка? Да, ну, вообще изготовление вот муляжа зайчика. Самый минимальный срок это сколько? Вот самой этой тушки. Да. Ну, Это В принципе, наверное, час-два где-то я вожусь. 2 часа. Да, часа два где-то вожусь, я ее запениваю, потом она остается где-то на засыхании вот этой пены где-то, ну,
Ну, я оставляю, как правило, на ночь. Она просыхает нормально. И на следующий день я уже ее обрезаю и надеваю. То есть таких зайчиков можно, в принципе, сделать за 2 дня. Можно сделать за 2 Так, дня. ну, так. То есть 2 тушки подготовить за 1 день. И на следующий день 2 эти тушки собрать. То есть Ага. 2 зайчика на следующий день. Ну, будет. рассказывайте, Александр, Да. дальше-то что? Да. Здесь, получается, сперва надеваем голову. Ага. Она здесь, получается, через мордочку. Вот так вот. И натягиваем уже полностью. Да. Садим ее полностью на саму голову. А есть ли у вас какие-то, допустим, своеобразные такие фишки, лайфхаки, советы? Ну, вот то, что делаете только вы. Допустим, я вот, можно заметить, вот так ушки сушатся у зайчика, да? Вот. Таким образом я ставлю зажимом. Не знаю, ну, как бы особо не встречал в таксидермических делах, да, вот, каждый может по-своему к этому подходит. Ну, или, допустим, уже достаточно такие Стоячие ушки бывают, да? ну, правильные, скажем, уже моменты в этом деле, допустим, есть уже утвержденные, да, таксидермистами, как правильно их. Вот. Да. Ну, я, допустим, здесь использую зажимы для того, чтобы они не деформировались. Вот в определенных в ушки также вставляются еще, тут же остаются хрящики. Хрящики не нужно вытаскивать. Вот у больших животных хрящики вытаскиваются, и они остается только кожица. И ставится, сейчас покажу, вот, сейчас здесь покажу. Вот. Вот такие вот ушки, это уже готовые, готовое ухо получается, да, внутренняя тут хрящевая вот эта вся часть. На нее уже надевается сама ободранная шкурка сама. И вот такой есть таксидермии. Ну, это заводской вариант, то есть это для таксидермических Это вот работ. Так. Вот так примерно. Это, по-моему, так, это да, вот это ушко, по-моему. Нет, это с той стороны. Принципиально важно еще с какой стороны. Левая, правая. Да. Вот такая вот интересная у вас У работа. маленьких вот здесь, в принципе, не обязательно вот использовать такое ухо. Ага. Так, Можно? ну дальше что мы делаем, Александр? У нас время эфира Время ограничено. нравится. Мы, значит, натягиваем эту всю шкурку. Да, я... Сушим ее в начале или после того, как Нет, сшиваем? сушить нужно будет после того, как она сошьется полностью, да. Потому что если сейчас мы начнем сушить, шкурка очень нежная, быстро подсохнет, и мы ее не сможем растянуть. Вот. Хотя шубку саму можно было просто подсушить, но мы ее не подсушим, потому что мы засушим саму нежную шкурку, вот эту вот кожу саму. И потом ее уже не размочить. Да, нет, потом можно также размочить так опять. вот. Да, но факт, то, что она уже здесь сидит, уже на самой, ее нужно поправлять, ставить на место, все это, садить. Все это дело. Да. А чем вы сшиваете? Обыкновенная нитка с Да, иголкой? обыкновенная нитка с иголкой. Вот обыкновенная нитка с иголкой. И вот так вот, да, и по пошел внутреннему шву. по разрезу, по внутренней стороне. По внутренней стороне получается. Здесь разрез, здесь сживается все. Так, дорогие друзья, я продолжаю женскую часть в нашем эксперименте. Постирала шкурку, отжала. Теперь все нужно дело сшить. Наш зайчик практически готов, но, как мы видим, внешне он еще не совсем такой красивый, пушистый, да. потому что он мокрый, да? Да. Ну и здесь нам на помощь приходит обыкновенный фен для волос. И мы, значит, сушим горячим воздухом. Да, горячим. Горячим воздухом. И Ну, там уже подачу уже контролируем уже. Ну, там ближе, дальше, ближе, дальше. И И щеточкой, зубной щеточкой, да, распушаем. волос. ну, сушка с шкуры зайчика занимает очень много времени, то есть это Да, где-то примерно, может, час-два, где-то примерно. Час-два. Пока просушишь,
Действительно, к сожалению, Поправишься. время нашего эфира не позволяет показать вам полностью весь процесс, да. Но переходим к еще одному этапу. Это те самые глазки. Ведь немаловажно в чучеле тот взор, да. Очень да, важно. просто Это, мне взгляд. кажется, да, во всех вот в тех же, допустим, вот у лисы, у того же лося, да, должен быть взор настоящий. То есть просто Да, пластиковую покажу. пуговку ставить. Да. А вот Ну. посмотри, у волка, да. То есть, Ну, просто сейчас немножко... мне кажется, самая эта фишка вся вот в этом. Да, глаза взоре. правильно выставлены, да, тоже очень важно. Здесь Ну, мы что немножко. используем? То есть это все уже готовые глазки, да? Да, это готово уже все. И просто туда? Да, голова просто Ага. пыльная. Ну а у нашего зайки глазки вот выглядят вот так. То есть здесь проще, да? У зайца Да, просто черный, пластиковый глаз. просто да. черный зрачок, да? Да. И мы его, Здесь я делаю углубление немножко, чтобы, то есть выставляем, допустим, на саму веку правильно. Вот плоть все выставляем. и Ничего туда. лишнего, чтобы ничего не торчало. Пинцетиком туда вот заправляем. И здесь, видите, такой стержень. Я здесь делаю прокол вот такой на пластике. И туда его вставляем. Мгм. Так, О! да, и теперь сейчас все обратно ставим на место. И заяц практически живой. Да, скоро ускачет. Да. Я бы очень был бы доволен, если бы у меня была волшебная Палочка, да? да, чтобы, допустим, создал его, зверюшку, вернул к жизни вот таким образом. Раз палочка прикоснулся, и он побежал в лес обратно. Александр, а вот зачастую, наверное, есть такая проблема, да, когда остается запах, да, от чучела, Бывает. да, Это когда запах. вот, да, если повезли не тухлый Ну, материал. это можно поправить, да? это? Да, поправляет. Со временем, конечно, либо тем, чем ты обрабатываешь, это можно исправить, ну, убрать. Ну, и плюс со временем еще тоже запах тоже уходит. Ну, то есть такого, что запах остается навсегда, такого не бывает. Нет, конечно, Это со временем просто уйдет, да, со временем уйдет. Ну, естественно, правильно обработать, правильно это все убрать. Сейчас химические всякие разные есть препараты, Ну, потому что... необходимо, наверное, отметить, дорогие друзья, что не вздумайте делать это в домашних условиях, да, все-таки работа, желательно, чтоб да, было работа, специализированное место, да. да, специализированное место, работа с мехом, это все равно не каждому дано, да. Лучше уж, если вы хотите сделать чучело, обращайтесь к профессионалам, как наш Александр, да. Но, в принципе, процесс мы вам показали. И действительно, хотелось бы показать все прям по мелочам, но, к сожалению, мы не имеем столько эфирного времени. Но я думаю, что благодаря сегодняшнему выпуску многие из вас теперь знают, как появляются чучела, будь то экспонаты в музее, да, будь то, возможно, ваш охотничий трофей. Действительно, это очень кропотливая работа, и она требует определенных навыков и знаний. Александр, но еще раз хочу отметить, что он самоучка. Это действительно человек, который делает все сам. Как художественную часть, так и техническую. Здесь и действительно отличные знания в анатомии, в биологии, в химии. И это достойно уважения. Спасибо. Большое вам, Александр. Ну и напоминаем вам о том, что открылся зимний павильон. В связи с пандемией сейчас, конечно, посетить выставочный зал мы не можем, но как только появится возможность, обязательно посетите, придите. Александр очень гостеприимный, встретит, Всем все расскажем, все покажем. все расскажем, все покажем. разъясним. Самое главное, есть на что посмотреть. И, конечно, это уникально, это своеобразно, и это самобытно. Пользуясь случаем, а в дальнейшем будет очень много двигающихся экспонатов, особенно на лето я планирую запустить еще несколько экспонатов, помимо двигающегося мамонта в помещении. Плюс также у нас будет фильм с живыми героями. Это вот тоже будет в помещении. На фоне экрана будут выходить экспонаты, вот где сейчас стоит мамонт, то есть сменяя друг друга. Все, так. все будут привязаны к своему сюжету. То есть, если сюжет, допустим, если о мамонтах, то мамонт выходит. Если сюжет о динозаврах, динозавры будут выходить там какой-то, да, допустим. Если будет сюжет про крокодилов, крокодил и так далее. Ну а мой зайчик буквально через несколько часов будет выглядеть вот так. Я уверена в этом. Ушки у него будут стоять, а это фирменный знак нашего Александра. Поэтому, дорогие друзья, следите за нашими выпусками. Мы испытаем на себе все самое интересное, а самое главное познавательное. До новых встреч!
Испытано на себе.